Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вашему вниманию мы представляем презентацию, подготовленную информационно-образовательным центром «Русский музей. Виртуальный филиал. Будни блокады». Презентация посвящена судьбам жителей Ленинграда в этот драматичный период нашей истории. Напомним, что блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В презентации используются репродукции картин художников, непосредственных свидетелей событий, а также приводятся воспоминания известного советского и российского ученого Дмитрия Сергеевича Лихачёва, который провел в блокадном Ленинграде вместе со своей семьей период с 1941 года по июнь 1942 года. Как пишет искусствовед Сергей Николаевич Левандовский, Великая Отечественная война от первого до последнего ее дня предстает в многочисленных рисунках очевидцев и участников событий. В этом неприходящая ценность и уникальность созданных художниками фронтовых зарисовок. Работа ленинградских художников в период блокады была поистине беспримерной. Они старались запечатлеть увиденное своими глазами на фронтах сражений и в тылу, показать черты простых людей, совершавших, казалось бы, невозможное. Окружающая жизнь в обилии представляла достойные изображения сюжеты, которые сами просились на холст или бумагу. Так график и живописец Николай Иванович Дормидонтов, оставаясь во все время Великой Отечественной войны в Ленинграде, запечатлел виды улицы блокадного города из окон своей мастерской. По занесенным снегом улицам медленно двигаются голодные и обессиленные ленинградцы. Кто-то на работу к станку, в госпиталь, кто-то поделиться последним с умирающими близкими людьми, а кто-то везет на санках завернутое в простыню тело родственника, чтобы похоронить его на кладбище. По воспоминаниям Дмитрия Сергеевича Лихачёва, передвигаться по городу было все труднее, и достаточно было не поесть день или два, как человек не мог ходить. А когда переставали действовать ноги, наступал конец. Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице. Особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах. Как наступал конец всей семье. Первая блокадная зима выдалась очень морозной. Голодающих не столько мучил голод, как холод. Холод, шедший откуда-то изнутри. Непреодолимый, невероятно мучительный. Поэтому кутались как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев, обвязывались платками поверх пальто. Характерная блокадная фигура. Поверх пальто платок или одеяло. Из-под пальто торчат брюки. Идет эта фигура. Мужчина или женщина, не разберешь. Медленно, волоча ноги. Поднять их кверху трудно, а волочить еще можно. Отдельным подвигом было сходить за водой к реке. Как пишет Дмитрий Сергеевич в главе «Блокада» своих воспоминаний, походы за водой были такие. На детские саночки ставили детскую ванну. В ванну клали палки. Эти палки нужны были для того, чтобы вода не очень плескалась. Палки плавали в ванне и не давали воде ходить волнами. Трасса, по которой ленинградцы ездили за водой, вся обледенела. Расплескавшаяся вода тотчас замерзала на 30-градусном морозе. Санки скатывались с середины дороги на бок, и многие теряли всю воду. У всех были те же ванны и палки или ведра с палками. Палки были изобретения тех лет. Но труднее всего было зачерпнуть воду и потом подняться от Невы на набережную. Люди карабкались на четвереньках, цеплялись за скользкий лед. Сил прорубить ступеньки ни у кого не было. Не было ни света, ни воды, ни газет.
Первая газета стала расклеиваться на заборах только весной. Небольшой листок, кажется, раз в 2 недели. Ни телефонов, ни радио. Но все-таки общение между людьми сохранялось. Люди ждали какого-то генерала Кулика, который якобы идет на выручку Ленинграда. С тайной надеждой все повторяли: Кулик идет. В очередях люди все надеялись. После Кулика ждали и еще кого-то, кто уже идет к Ленинграду. Люди в квартирах старались как можно больше лежать в постелях. Накидывали на себя побольше всего теплого. Стекла были покрыты фанерами, некоторые заклеены крест-накрест бинтами. Но днем все же было светло, немного читали при свете электрических батареек и коптилок. Спать было очень трудно, холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла, холод был ужасней голода. Он вызывал внутреннее раздражение, как будто бы тебя щекотали изнутри. Щекотка охватывала все тело, заставляла ворочаться сбоку на бок. Думалось только о еде. Мысли при этом были самые глупые. Вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод, вот если бы я запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой. Утром растапливали буржуйки, топили книгами. Книгу нельзя было запихнуть в печку, она бы не горела. Приходилось вырывать по листику и по листику подбрасывать в печурку. При этом надо было листок смять и время от времени выгребать золу. В бумаге было слишком много мела. От разгоревшейся печурки в комнате сразу становилось тепло. Иногда печурка накалялась до красна. Как было хорошо! Холод и голод были главные враги ленинградцев. Питались блокадники буквально всем, что могли раздобыть. Хлебом из бумажной массы, дурандой, дрожжевым супом и такими продуктами, которые мы с вами едой сегодня не назовем. По воспоминаниям Лихачева, блокадникам можно было впоследствии узнать по характерному движению пальцев, собиравшим крошки. Каждую крошку ловили на столе пальцами. Появилось специфическое движение, по которому ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации. Хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы. Не было сил закрыть рот. Кожа темнела и обтягивала зубы, и на лице ясно проступал череп с обнажающимися, смеющимися зубами. Мозг продолжал работать. Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы и искренне от души мыслили, проявляли необыкновенную твердость, не уступая давлению, не поддаваясь суете и тщеславию. Творческие судьбы художников блокадного города складывались по-разному. Кто-то эвакуировался и использовал натуральные зарисовки или образы памяти для выполнения работ в последующее время. Кто-то остался в осажденном Ленинграде и пережил все страшные блокадные дни и ночи до конца войны или преждевременной смерти, не выпуская из рук кисти и карандаши. Благодаря подвигу художников-блокадников остались в нашей памяти свидетельства о тех страшных событий, память о мужестве, труде и вдохновляющей стойкости ленинградцев. Память эта живет в картинах, зарисовках, набросках, мемуарах, письмах. Никто не забыт и ничто не забыто. На этом наша презентация заканчивается. Не будем забывать подвиг наших соотечественников. Всех с наступающим праздником, Днем Победы. Всего доброго и до новых встреч!